Крым отделяется, входит в состав России. Потом Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Запорожье, Луганск, Одесса, Приднестровье. Вы так картину нарисовали? Да, все в состав России. Русские земли. Одесса была главным городом новороссийской губернии Российской империи. Какая Украина? Украина Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Львов. Черновцы – это Румыния. Ужгород – это Венгрия. Где Украина, так сказать? И Львов – это Любек. Это немецкий город был или поляки? То есть Украина вы считаете, вот, чуть-чуть. Тернополь, Ивано-Франковск. Все. что Полтава, то две есть вы полтавские считаете, галушки, что, да? то есть вы считаете, что Крымом дело не закончится? Конечно, конечно. А русские что, только в Крыму живут? Их еще больше в Харькове и в Донецке. Донецк – это вот граница с Ростовской областью. Это Донбасс. Это Сталин подарил. Но там сейчас Это малограмотный происходит тоже... мужичишка. Сталин, диктатор, подарил Донбасс. Ленин подарил часть. И еще раз Хрущев подарил. У них нет советских руководителей. Советской власти нет. Кто это подарки делал? Это не оформлялось как межгосударственное соглашение. Это было административное деление. Мы Украине ничего не дарили. И Госдума в марте 1990 года отменила ратификацию Беловежских соглашений. Все. Беловежские соглашения силу не имеют. Мы это отменили в марте 1990 года. Ельцин хотел распустить Думу, направил армию в Думу. Но армия была на моей стороне, и солдаты ушли из Думы, не подчинились последнему указу президента. Через 3 года он ушел. Все-таки, если подвести итоги сегодняшнего выступления господина Януковича, как вы считаете, все-таки, чем закончится дело? Он обещал, что через 11 дней снова с прессой пообщаться. Да. Тогда никаких тоже новых заявлений не будет? Он по-прежнему будет в России? Он будет всегда напоминать всем, что он законный президент Украины и хочет вернуться в Киев для исполнения своих обязанностей. И он не будет давать оценку того, что произойдет в Крыму 16 марта, и не будет давать никому оценки другие. Для него это банда преступников, незаконно захвативших власть. И в этом я его полностью поддерживаю. Но он не торопится возвращаться. Он хочет, и мы его вернем, мы поможем ему. Пусть только обратится к высшему руководству России. Прошу обеспечить мое возвращение в Киев для исполнения своих обязанностей как президент Украины. И мы все обеспечим. И никто не пикнет. А кто посмеет пикнуть, они уже заткнут свои глотки через 5 минут, когда они подумают только это сделать. Никто не будет сопротивляться России. А это помощь, которую... Что вы имеете в виду под помощью? Все виды помощи. Все, что есть в распоряжении главы государства, в том числе вооруженные силы, в том числе спецподразделения, в том числе спецсредства, в том числе физика, химия, биология. Без военного вмешательства как-то обойтись? Да, сперва ультиматум. Пропустить президента Украины. Прямо он проедет в аэропорт. Русский самолет его привезет в Борисполь, и чтобы он до своей резиденции мог спокойно проехать. Гарантируете вы, киевская, так сказать, это вот Шантропа? Не гарантируете, мы прогарантируем. И сделаем ему коридор прямо до резиденции. И сделаем полную охрану, чтобы ФСО возьмет под охрану его, наше ФСО. Если его разбежались все предатели, если СБУ предатели, то он сформирует другую органы правопорядка, другой спецназ. Его Януковича спецназ, который обеспечит ему функционирование. Он главнокомандующий. Все остальные под суд и в тюрьмы. Он их всех посадит, всех предателей из СБУ, из своей охраны. И кто посмеет, Беркут весь мобилизует на свою защиту. Весь Беркут соберется всей Украины. Это будет достаточно, чтобы навести порядок везде. От Карпат до Черного моря.